Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, время подошло. У нас уже 124 участника. В первую очередь хотел бы поблагодарить каждого из вас за ваше время, которое вы выделили в, нам кажется, очень интересном и нужном тренинге. Это будет целая серия тренингов из 12 отдельных сессий, который будет проводиться каждую среду в 14 часов по бишкекскому времени, и это займет 1,5 часа. Мы специально попросили Министерство образования, чтобы вас не отвлекать. Вы каждый можете выделить 1,5 часа в неделю для того, чтобы приобрести новые навыки, посидеть, подумать о том, как должно развиваться образование в Кыргызской республике. Ну и для того, чтобы чуть-чуть отвлечься от рутинной работы. Меня зовут Турдалиев Эдуард, я тоже буду читать несколько лекций попозже, тогда, наверное, я себя более детально представлю. Сейчас не хочу отнимать время. Перед тем, как мы начнем, есть несколько организационных моментов. Еще раз повторюсь, тренинги будут проходить каждую среду до 14 декабря, потом конец декабря попросили паузу для того, чтобы вы закончили свои ежегодные отчеты, работу, встретили хорошо Новый год, не отвлекались. И в январе мы продолжим. Это займет период до начала марта. Каждый раз мы создали чат Telegram, мы там будем высылать необходимую информацию, которую вы будете просить. Каждому будет высылаться ссылка по электронной почте, которой вы зарегистрировались. Каждый раз надо будет регистрироваться, указывая свои данные, для того, чтобы мы могли оценить участие и потом, соответственно, организовать выдачу вам сертификатов по окончанию этого тренинга. Тренинг у нас, спикеры все у нас русскоговорящие, но мы сделали отдельный канал, у нас есть синхронный перевод на кыргызский язык, поэтому и также все записи у нас будут разместим на публичных ресурсах, на которые вы можете потом пересматривать, обсуждать и так далее, и пересылать своим коллегам. Вот. Первое слово я хотел бы дать Назиру Куанычбековне, президенту Кыргызской академии образования при Министерстве образования Кыргызской республики и науки, для того, чтобы она рассказала, что сейчас делается для того, чтобы развить проект ПИЗа в Кыргызской республике, и какие у нас сейчас есть очень важные ключевые моменты, которые сейчас решаем, и что мы ожидаем, какую помощь мы ожидаем тоже от регионов, вовлеченных в этот процесс. Назира Куанычбековна, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое, Эдуард. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего очень важного семинара. Также я рада приветствовать наших дорогих экспертов, консультантов в лице уважаемой Ковалевой Галины Сергеевны. И мне хочется очень пожелать, что инициация вот тех семинаров, тренингов, в которых вы будете участвовать и неоднократно, а многократно, это очень архиважный процесс, организованный нашими уважаемыми консультантами при поддержке и Министерства образования, при координации Министерства образования и науки Кыргызской республики. Уважаемые участники семинара, конечно, несмотря на то, что у всех на слуху уже на протяжении многих лет, и можно даже, так сказать, десятков лет, вопрос, который касается ПИЗа, это международного исследования, в котором страна наша участвовала до этого, но, как вы знаете, наше участие не увенчалось по результатам своего исследования успехом, и поэтому еще предстоит в 2025 году снова проходить нашим учащимся через такое очень важное и серьезное испытание. Если здесь можно говорить очень много и научной терминологии, и методической, значит, такой, как говорится, стилем
раскрытие, что такое ПИЗа, об этом вы еще услышите от очень профессиональных специалистов в процессе многократных семинаров, тренингов. Но если сказать простыми словами, то можно сказать то, что результаты данного участия в ПИЗа 2025, они напрямую коррелируют результаты с тем, что проекция этих результатов демонстрирует, на каком уровне развития находится образование нашей страны, на каком уровне развития находится экономика нашей страны. То есть можно сказать, что и политический, и экономический, и социальный аспект отражается на результатах, по результатам вот этого международного участия в данном, в ПИЗе. И что на сегодняшний день делается? Мне бы очень хотелось сказать, что каждый учитель нашей страны несет огромную ответственность за то, какие результаты будут у наших учащихся. Все зависит от того, как вы в рамках единственного своего предмета, каждый учитель, здесь есть ряд других факторов, которые, но если говорить о том, какова роль самого учителя, это элементарно. Все зависит от того, на каком уровне вы будете проводить свои уроки, говоря простым языком, и на каком уровне вы будете формировать те компетентности, а именно функциональную грамотность и ряд других ключевых компетентностей, которые отражены и у нас в государственном стандарте, который был утвержден, вы об этом знаете, новый государственный образовательный стандарт. Поэтому я еще раз вот акцентирую внимание на том, какова ответственность каждого из вас. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот этот хайдгерлик мамле сёстюс болвосун к тому, что вот организовываются сейчас семинары и какие ставки на вас делает страна для будущего участия в этом конкурсе. Ну, что бы мне еще хотелось сказать, что Кыргызская академия образования не единственная организация, которая будет участвовать и от которой зависят успехи в будущих результатах по итогам ПИЗы. Здесь есть ряд других организаций, о которых вы должны знать. Значит, прежде всего, это подведомственные организации Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Это Кыргызская академия образования. Это Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Это Республиканский научно-методический центр ОКУ-ГИТЭБИ, который занимается вопросами книгоиздания, вопросами издания учебно-методических комплексов. Еще одна организация – это Национальный центр оценки качества образования и технологий. Это бывшая организация НЦТ. Кроме того, огромное значение в том, какими будут выпускники наших вузов и как они, работая в школах, будут готовить наших учащихся к этому тестированию. Это ответственность на высших учебных заведениях нашей страны. Это и КГУ имени Арабаева, и региональные вузы, и ВГУ, и ОШГПИ, и также другие региональные вузы. Поэтому вот я сейчас перечислила, и вы должны как бы об этом тоже знать, чтобы иметь представление о системе организаций образовательных в нашей стране, от которых зависят результаты при подготовке к ПИЗа. Что сделала Кыргызская академия образования? Я по всем организациям сейчас не смогу сказать, на каком уровне, кто как готовит, но обзорно я вам расскажу, чем занимается Кыргызская академия образования. Вы знаете, основной функционал Кыргызской академии образования – это разработка государственных образовательных стандартов, в числе которых и предметные стандарты. Государственный образовательный стандарт у нас обновлен. Теперь в настоящее время идет обновление предметных стандартов. Где контекст ПИЗы относительно предметных стандартов? Как вы знаете,
Основная задача – это формирование функциональной грамотности, развитие и формирование функциональной грамотности. Так вот, функциональная грамотность, она состоит из разных видов грамотности, в числе которых главными, основными являются, естественно, научная грамотность, математическая грамотность, читательская грамотность, попутно идет финансовая грамотность и другие виды компетенций, таких как критическое мышление, развитие критического мышления, значит, коммуникативные компетенции, компетенции кооперации и многие другие. Вот это и является основой, основой тех компетентностей, которые проверяются в процессе ПИЗа. Что хочется сказать? Мы побывали, Кыргызская академия образования, значит, побывала в летней школе, и на этой летней школе мы получили очень хорошие лекции, хорошие семинары, тренинги прошли, материалы, очень огромный пакет хороших презентаций. Каждая презентация, она более 50 страниц, где очень содержательно и четко расписано, описано, характеризуется каждая из тех функциональных грамотностей, о которых я сейчас вам перечислила. Значит, мы в предметные стандарты этого года и те предметные стандарты, которые у нас планируется завершить к 30 декабря, это для основной и старшей школы, значит, мы во все эти стандарты включили компетенции, которые, естественно, научную грамотность, читательскую грамотность, математическую грамотность и финансовую грамотность. Следовательно, когда вы пользуетесь этими предметными стандартами, уважаемые учителя, ваша задача включать в целеполагание каждого вашего урока элементы этих компетенций и формировать их с помощью определенных технологий образования. Далее, что еще делает Кыргызская академия образования? Я бы хотела пройтись относительно того, что в 2022 году, в феврале месяце, был издан приказ Министерства образования и науки об усилении мер в подготовке к участию в международном исследовании ПИЗа-2025. Были определены составы организационного комитета, рабочей группы по подготовке к исследованию, был разработан и обновлен новый план действий по подготовке системы образования Кыргызской Республики к участию в этом исследовании. Определены ответственные структурные подразделения, управление министерства в данном плане. Что в этом плане? Этот план очень большой, он рассчитан на 3 года, 22, 23, 24 год. И я вам сейчас перечислю, что Кыргызская академия образования сделана за 2022 год. Кыргызская академия образования в настоящее время разрабатываются в качестве методического сопровождения для вас, учителей, на 2 языках бюллетени по каждому из видов грамотности, по естественно-научной, читательской, математической и финансовой. Мы подготовили структуру каскадного метода повышения квалификации по подготовке к ПИЗа. Разработали ссылки, в том числе и на сайт Российской академии образования, где имеется огромный интересный материал, который может вам помочь по подготовке к ПИЗе. Разработали предметные стандарты с включением функциональной грамотности. Совместно с Республиканским учебно-методическим центром эстетического воспитания «Баладжан» мы также разработали программы внеклассных мероприятий, которые могут использовать заучи ваших школ по воспитательной работе. Там же имеются инструкции по формированию функциональной грамотности. То есть таким образом мы рекомендуем не только использовать потенциал учебных процессов именно во время урока, но и потенциал внеурочного времени в процессе проведения воспитательных мероприятий. Вы знаете, часть из вас участвует в августовских конференциях, где мы также в этом году, вот в августовской конференции, был у нас сектор
или сектор, связанный с подготовкой к ПИЗе, где были описания, что такое функциональная грамотность, в чем сущность функциональной грамотности, содержание и при каких условиях в процессе учебного процесса можно формировать функциональную грамотность. Кроме того, я бы хотела отметить следующее. Какова взаимосвязь между всеми подведомственными организациями в подготовке к ПИЗа? Итак, я перечислила до этого, какие организации входят. Теперь проекцию хотела бы показать на продукт, в рамках которого каждая из организаций должна реализовать эту подготовку. Кыргызская академия образования готовит, как я сказала, стандарты, государственные предметные стандарты. Мы обозначаем, вписываем, какие компетентности должны вы формировать у своих учащихся. После того, когда готовятся предметные стандарты, далее эстафета переходит к Республиканскому институту повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. В процессе повышения квалификации РИПК, коротко говоря, они должны повышать квалификацию учителей, где учителя учатся, что такое функциональная грамотность, особенности и как их формировать в процессе своих уроков. После того, когда учителя проходят повышение квалификации, они возвращаются на места, то есть в свои школы, и в каждой школе есть школьное методическое объединение, ШМО, при помощи которого осуществляется, значит, информирование и других учителей в школе о том, что вы прошли на повышение квалификации. У нас есть далее НЦОКОИД или НЦТ, как я вам говорила, это подведомственное учреждение Министерства образования, которое осуществляет тестирование. После этого НЦОКОИД в перспективе будет, в ближайшей перспективе, проводить срезы учащихся на выявление уровня сформированности функциональной грамотности у ваших обучающихся. И, наконец, у нас есть еще ОКУ-ГИТЭБИ, как я говорила. ОКУ-ГИТЭБИ, их задача при, значит, объявлении конкурса, значит, на разработку учебно-методических комплексов, в одних из тех заданий устанавливать пункты, связанные с тем, какие должны быть учебники в привязке к подготовке к ПИЗа, то есть или к формированию функциональной грамотности. Система заданий, которые должны быть в учебно-методических комплексах, они должны описывать и иметь в своем содержании вопросы, связанные с формированием функциональной грамотности. Ну и, конечно же, у нас часто такая бывает практика, конечно, грустно, но нельзя критически отметить и такой момент, что многие учителя, когда проходят различные курсы повышения квалификации, они проходят, потом приезжают на места в школы, возвращаются в свои школы, и на этом папочка с теми документами, которые они получают в результате прохождения семинаров, тренингов, на этом закрывается и забывается. Хотелось бы отметить, что такого подхода не должно быть, потому что рано или поздно, вы знаете, будет проходить аттестация точно так же и всех педагогических работников. Как сейчас идет конкурс по отбору директоров, в перспективе, согласно постановлениям, которые были утверждены еще с 2011 года, аттестация учителей в любом случае в какой-то перспективе будет. И как раз-таки в процессе вопросов к аттестации учителей, вопросы формирования функциональной грамотности, вопросы подготовки к ПИЗа, они, безусловно, будут частью тестов будущих тестов для учителей. Поэтому мне бы хотелось вот в целом, вот обзор я вот представила вам таким образом, попыталась актуализировать меру ответственности не просто руководителей образовательных организаций, не просто всех тех, кто в регионах отвечает за образование, но и меру ответственности. Прежде всего, вы, учителя, являетесь главным ядром. От вас зависит будущий результат участия в ПИЗа. Несмотря на то, что есть очень много факторов, это и материально-техническое обеспечение, и многое другое, но поверьте мне, после того, когда я сама лично поучаствовала в летней школе, была как бы в статусе учителя, я сама учитель начальных классов по образованию, мне было настолько интересно,
но и в то же время я почувствовала, какая ответственность, какой труд от вас, уважаемые учителя, зависит от того, какими мы получим результаты в 2025 году. На этом вот все. Назира Куанышбековна, спасибо большое вам за такую очень интересную информацию, полезную для наших регионов, потому что они все задавали эти вопросы. Перед тем, как передать слово Назире Куанышбековне, я хотел бы сделать небольшую ремарку по техническому моменту и по поводу, как мы будем проводить следующие вебинары. Первое. Тут коллеги задают вопрос, перевод на кыргызский язык. У вас есть кнопочка, вы можете выбрать языки. Пожалуйста, у нас есть 2 канала, на русском и на кыргызском языке. Поэтому мы для вас это специально организовали. Рассказать вкратце, какие вообще тематики мы собираемся затрагивать. Ну, Галина Сергеевна Ковалева – это руководитель Центра качества образования Института стратегии развития образования Российской академии наук. Это самый главный консультант по подготовке ПИЗа в Кыргызской республике. Мы с Галиной Сергеевной уже давно работаем. Она знает наши чаяния, наши проблемы. У нас уже такое качественное общение и качественная подготовка в Кыргызской республике сейчас проходит по ПИЗе. Кого мы будем приглашать на данные тренинги? Это, конечно же, коллеги из научного Центра оценки качества образования по разным тематикам. Также мы пригласили международных экспертов в области цифровых технологий. Не пропустите эти тренинги. Эти коллеги у нас работали в крупнейших компаниях, таких как IBM, Oracle, Microsoft, именно в образовательной части. Мы будем говорить, например, кто такой цифровой гражданин, какими знаниями и коммуникациями он должен обладать в современном мире, как меняется характер чтения электронных текстов сейчас, изучение естественных наук в современной цифровой среде. У нас будет выступающий специалист, сертифицированный педагог по ИКТ-компетенциям. Он будет говорить о цифровых навыках современного учителя. Мы будем говорить о том, что такое медиаграмотность для детей и школьников, анализ и оценка создания медиапродуктов. Мы привлекли крутого специалиста, кандидата наук, магистра по журналистике, руководителя такой компании Data Lab для того, чтобы вы могли послушать такого рода экспертизу. Мы будем говорить о цифровой гигиене и кибербезопасности. Есть у нас такое агентство по защите персональных данных. Они с радостью готовы принять участие в данном тренинге. И также мы будем говорить о том, что такое цифровые технологии, тренды, как они развиваются, какие специальности требуются на рынке уже сейчас и какие тренды будут в ближайшей перспективе на 5-10 лет. Ну и будем говорить об инновационном мышлении. Все это будет помещено в 12-дневный, 12-сессионный тренинг. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте. Мы специально его сделали интересным в первую очередь для вас. Хотим, чтобы эти материалы были полезны в вашей работе ежедневной, для того, чтобы действительно вы смогли вырастить то поколение детей, которые возьмут в руки наше будущее, потому что мы будем зависеть от них, качество нашей жизни будет зависеть от них. Вот. Назира Куанышбековна, вам спасибо большое за хороший старт. Галина Сергеевна, если позволите, я вам передам слово. Пожалуйста. Эдуард, большое спасибо. Спасибо, Назира Куанышбековна, за заведение, за то, что вы уже описали, да, все те направления работы, которые поставлены как государственные задачи перед системой образования Кыргызстана. И мы надеемся, что... Вот, особенно учитывая, что сделала Академия уже кыргызская, включая вот эти новые направления в стандарты, мы общими усилиями обязательно достигнем позитивных результатов. Ну, уважаемые коллеги, я в большей степени, тематика у меня сегодня обучение в цифровой среде, да, это тема нашего семинара,
поэтому я и постараюсь сегодня с позиций глобальных, то есть с позиций международных исследований подойти к этой проблематике, показать, что делается в рамках международных исследований, как оцениваются, как планируются эти исследования для оценки цифровой грамотности, для оценки условий, в каких условиях формируется способность обучаться в цифровой среде. Поговорим о новом направлении, которое впервые уже в большом масштабе включается в международные исследования ПИЗа. Ну и поделюсь немного опытом России в этом направлении. Запускаю я, уважаемые коллеги, свою презентацию. Так, демонстрация, поделиться. Открываю я презентацию. Так, показ. Галина Сергеевна, микрофон выключили. Угу. Случайно выключился микрофон. Ну что, уважаемые коллеги, начнем работать. И начнем, наверное, с того, как в глобальных перспективах выстраивается вся работа, связанная с взглядом в будущее, в то, как планируется исследование для того, чтобы всем странам дать современную информацию непосредственно об организации системы образования, да, о том, в каком направлении развиваются страны, насколько они конкурентоспособны. В качестве хорошего ресурсного такого, да, начала я решила продемонстрировать навигатор в образовании, образование для будущего, который организован Организацией экономического сотрудничества и развития, в рамках которого и проводится международное исследование ПИЗа. Посмотрите, по каким позициям, да, собирается информация, на основе которой делаются выводы о конкурентоспособности стран, о том, в каком направлении страны развиваются, а самое главное, в каком направлении нужно совершенствовать систему образования. Вы уже просмотрели, да, начиная от организации управления, финансирования, доступности и равенства образования, результаты, то есть достижения учащихся и учителей, экономические и социальные результаты отслеживаются, анализируется, как организована оценка качества образования, как устроена образовательная среда, и вот здесь поговорим о том, как цифровые устройства, технологии в ней присутствуют, в каком направлении развиваются образование, какие исследования, ну и как глобализация, интернационализация сейчас влияет на систему образования. И начнем, конечно, с первого уже, да, простите, я хотела перевернуть, и у меня немножечко здесь техническая небольшая накладка. Цифровые разрывы, да. Вот так называется то направление, которое непосредственно связано с теми выводами, которые делают международные организации и международные эксперты в области обучения в цифровой среде. И вы видите два основных вывода, да, по поводу цифрового разрыва. Причем сейчас цифровой разрыв рассматривается как технологический или старый разрыв, да, обеспечение технологиями и ресурсами, да, ну и новый разрыв, о нем поговорим немножко позже. Вот какие два вывода. Первый вывод по результатам исследований, которые проводятся в рамках исследования ПИЗа, что в количестве и качестве доступных устройств, да, именно здесь начинается первый разрыв. Именно в возрасте, в котором дети впервые знакомятся с компьютерами. И не просто знакомятся с компьютерами, с устройством, да, но и в том опыте,
которые они приобретают при их использовании. И обратите внимание, вспомните, с какими устройствами ваши дети, внуки или учащиеся встречаются, да? А самое главное, их первая встреча, удивление, да? Вопрос, а что это такое, что с этим сделать, и многое-многое другое. Второй разрыв, на который обращает международная организация, это гендерные различия. Да? Абсолютно исследования показывают, что между мальчиками и девочками, юношами и девушками существуют разные, то есть проявляются разные особенности, как они используют компьютеры, электронные устройства и инструменты. Причем не просто как используют, но исследования анализируют, как они используют это для обучения или для развлечений. И вот какие выводы получены, что в области читательской грамотности девочки, как правило, лучше справляются, да, и показывают более высокие результаты, чем мальчики. И как и в бумажных тестах, читая бумажные тексты, так и компьютерные тексты. Но если вы посмотрите гендерный разрыв, то есть разницу между баллами, которые в среднем демонстрируют мальчики и девочки, да, то мы увидим, что различия меньше, если выполняется тест на компьютерах. Поэтому, когда мы обсуждаем, что делать в системе образования для того, чтобы уменьшить гендерный разрыв, да, и привлечь мальчиков к чтению, мы говорим о большем привлечении мальчиков к компьютерному чтению. Сейчас переключаю, просто, коллеги, плохо переключается, да? Давайте теперь уже познакомимся непосредственно, да, с выводами, которые делают эксперты международного исследования ПИЗа вот в области цифрового образования. Ну, первое, и об этом мы уже очень много говорим, что школы по-прежнему отстают от развития технологий. И это вывод делается на основе того, как сколько компьютеров, их обеспеченность и как они используются. Но самое-то важное, вывод, который делается по последнему исследованию ПИЗа-18, что связь между использованием ИКТ в школах и успеваемостью, да, учащихся не является однозначной. И очень мало стран, в которых проявляется позитивная связь. Да? Компьютеры, несколько стран Тихоокеанского и Азиатского региона. Да? Большинство учителей еще не внедрили. Почему? Потому что не внедрили еще использование КТ-технологий в классах, и многие не чувствуют себя достаточно профессионально подготовленными для того, чтобы справиться с этой задачей. И эти выводы делаются на основе опроса большого количества учителей. Но как же страны реагируют на вызовы, или как они могут реагировать на вызовы, отвечать, да, на вызовы современности? Ну, первое, конечно, обеспечить равный доступ к ИКТ-технологиям. Но это не просто обеспечить доступ, поставить компьютеры, но и обратите внимание на следующее, то, что какой вывод делает ОЭСР. Способность учащихся использовать компьютеры для обучения во многом связана, внимание, с различиями в базовых академических навыках. То есть в зависимости от того, насколько подготовлен ребенок, да, насколько он умеет читать, базовые академические, да, от этого зависит, как он будет использовать компьютер. Поэтому для того, чтобы эффективно использовать компьютеры, необходимо обязательно минимальная базовая грамотность, иногда ее называют базовая грамотность, умение читать, считать и писать. Ну и второе направление – это, конечно, помощь учителям и школам, не только во внедрении технологий в процесс обучения, да, но и инновационных методов обучения. Давайте теперь посмотрим на следующие выводы. Следующий вывод нам говорит о том, что предоставление доступа, вот первый был, да, предоставить доступ, равный доступ, да, но и даже расширение использования цифровых инструментов автоматически не приводит
к получению результатов. Да? Но какие же есть возможности для использования цифровых технологий как в преподавании, так и в обучении? Ну, первое, конечно, это включение или использование этих технологий вместе с различными инновационными методами. И вот, уважаемые коллеги, мы действительно лет 10 тому назад стали говорить об игрификации. Это новое направление, которое позволяет включить и мотивировать учащихся в учебный процесс. И вот это очень не только модный много лет тому назад, но и сейчас эффективно развивающееся направление графикация. Ну и второе в качестве примера развитие вычислительного мышления, моделирования и все, что связано с математикой, с вычислением, с использованием данных. Второе направление, да, это в процессе повышения квалификации учителей не просто обучение ИКТ-устройствам, но повышение цифровой грамотности. Повышение цифровой грамотности учителей, а как грамотность – это способность, да, во-первых, получить знания, умения, но и научить учителей. Об этом говорила Назира Кубанычбековна. Учителя прошли повышение квалификации, но не используют. Поэтому, повышая цифровую грамотность учителей, мы тем самым повышаем их способность использовать все то, чему они научились в рамках повышения квалификации учителей, да, научить их использовать вот на тех уроках, которые они непосредственно проводят в школе. Ну и третье направление – это моделирование дизайна учебного процесса. Если у тебя есть Zoom, есть интерактивные доски, да, и если ты можешь организовать групповую работу, дополнительную, да, ты можешь совершенно по-другому спланировать, спроектировать свой урок при личном контакте, вовлекая разные группы и используя интернет-ресурсы. Таким образом, учитель становится и дизайнером учебного процесса. Ну, а теперь следующий, мне кажется, тоже очень важный вывод, который делают для всего мира эксперты исследований ПИЗа. Что время, которое учителя тратят на использование цифровых ресурсов, да, устройств в процессе преподавания, время часто отрицательно связано с уровнем читательской грамотности. Но я упомянула 18-й год. Да, 18-й год акцентировал свое внимание, приоритетной областью была читательская грамотность. И поэтому все факторы, которые собирались, я вот перечислила на первом слайде, по каким направлениям собиралась информация, она в большей степени связывалась с читательской грамотностью. А когда мы с вами будем участвовать в исследовании ПИЗа-25, то все факторы, которые будут собираться, будут связаны с развитием естественно-научной грамотности, потому что приоритетной областью 2025 года является естественно-научная грамотность. Ну вот, давайте обратим внимание на выводы исследования ПИЗа. Отрицательно связаны. Значит, чем больше работаете, да, тем ниже результаты по читательской грамотности. Обратите внимание, почему и в чем тут дело. Оказывается, нет времени, потраченное на цифровые устройства, зависит читательская грамотность. И первая позиция, которая озвучена международными экспертами, что навыки цифрового чтения отражают навыки учащихся чтения печатных текстов. Вот почему, прежде чем освоить чтение в смартфонах, чтение в интернете или компьютерное чтение, нужно научиться учащихся и детей читать печатные тексты. Да? Только когда они понимают, что они прочитали, да, что могут извлечь информацию, сформулировать выводы, то есть вот именно на печатном тексте более эффективно формируются эти навыки. Следующее. Большое значение имеет, да, не сколько времени, а как используется. Ну, мы об этом уже говорили, и это очень важно. И вот обратите внимание на две рекомендации, которые дают международные эксперты. Первое. В каком случае у нас повышается, да, позитивная связь с уровнем читательской грамотности? Если домашние задания включают работу в интернете как способ использования цифровых устройств.
И это уже позитивно влияет на развитие читательской грамотности. А вот если в процессе вообще любой деятельности организована работа сайтами школы, заранее подготовлена, да, в различных симуляторах, тренажерах, плохо скажу, натаскивание, да, по определенному алгоритму в повторении каких-то действий. Вот в этом случае связь отрицательная. Пойдем дальше, уважаемые коллеги. Но в чем незаменимо интернет, незаменимы цифровые устройства? А это в формировании критического мышления. В процессе обучения, особенно если мы работаем с несколькими текстами, что самое важное. Выявление информации, да, противоречий, ошибок, фейков, да, в этой информации как раз и формирует критическое мышление, да, и навыки чтения в цифровой среде. Ну и снижает, конечно, онлайн-риски для учащихся. Мы их обучаем, а как бороться с мошенничеством сети интернет, предположим. Да? И следующее, конечно, оценка надежности текстов. И если у нас есть несколько текстов, и мы можем их сравнить, с какой целью автор, да, этот текст дал. Или это реклама, продвижение собственного бизнеса, да, или это манипуляция, изменение мнений учащихся или населения, или отдельных групп населения. Вот именно в этом плане, если так используются интернет-ресурсы, это незаменимо. Ну, для того, что если вы хотите более подробно познакомиться со всеми выводами, которые делают международные эксперты в рамках исследования после проведения исследования ПИЗа 2018 года, да, вот здесь ссылка непосредственно на публикацию. И вот очень интересная небольшая рекомендация, но я как учитель в прошлом, да, я 10 лет преподавала в школе, да, затем защитила диссертацию, ушла в академию, вот, и до сих пор там работаю, да, одновременно преподаю в университете. Вот это очень-очень важно. Оказывается, то, с чего начинается чтение, или как мы начинаем выполнять международный тест, очень влияет на результаты. И это связано непосредственно с чтением инструкций. Практически каждый блок материалов в международных исследованиях и в тех, которые связаны с функциональной грамотностью, мы их называем комплексные задания, которые начинаются с описания реальной жизненной ситуации, потому что функциональная грамотность – это способность использовать все знания и опыт в решении реальных жизненных задач. И вот оказалось, что чем внимательнее, да, чем больше времени тратит человек на чтение, на осознание этой ситуации, как выполнять ее, да, зависит уровень читательской грамотности. И вот здесь на слайде показано, а компьютер позволяет ведь, да, отследить, сколько времени ребенок тратит на чтение. Ну, просто фиксирует время, когда он находится на этой страничке. И вот если это зафиксировано, то вот смотрите, какая зависимость у тех учащихся, которые показали 5-6 уровень читательской грамотности, они в целом тратят 20 секунд. Пороговый уровень, который отделяет грамотность от неграмотности читательской, да, 14 минут, ну, первый уровень это ниже, да, вот 12 минут. Значит, о чем мы говорим и как мы учим детей? Внимательно прочитайте, выделите ключевые слова, поймите, в чем проблема, и уже думайте о том, как эту проблему решить. Ну, а теперь, коллеги, непосредственно переходим уже к ПИЗе 25, да, и начнем это с того момента, что осознаем, какие же изменения вносит цифровая среда в любое исследование, которое связано с педагогическими измерениями. Ну, меняются концептуальные рамки, потому что мы оцениваем абсолютно другой конструкт. Не только знание, умение, применение, но и в определенной среде, а это означает умение работать с технологиями. Так. Меняется само планирование, организация, безусловно, то есть использование, во-первых, совершенно другой формат инструментария, да, другое время проведения,
разработка инструментария другая, фиксируется все в компьютерной среде, каждый шаг изменения разработки инструментария, внесения правок и многое другое, копирование. Проведение самих измерений в компьютерной среде, как я уже сказала, фиксируется и время, и даже фиксируется стратегия поиска. Оказалось, вот мы для себя выяснили, для российских школьников в 2015 году было зафиксировано, что у российских школьников самая длинная траектория поиска информации. Больше кликают, да, когда ищут ответ на вопрос, чем в других странах. И поэтому выделяется специально такой стратегически целенаправленный поиск, что отражает самый высокий уровень читательской грамотности в электронной среде. Шкалирование представления результатов, безусловно, имеет совсем другой характер, да, и использование результатов. Мы сегодня и в моей презентации вы увидите много ссылок на слайды, да, то есть на источники международные, и даже уже после сегодняшнего семинара вы сможете выполнить некоторые задания, не только чтобы познакомиться с результатами предыдущих циклов. Но чем отличается исследование ПИЗа 2025 года? Ну, как всегда, как в каждом исследовании, три направления сохраняются. Они основные: читательская, математическая и естественно-научная грамотность. Но так задумано это исследование, что поскольку невозможно в одном тесте объединить все три направления, всегда одно из них доминирует. И началась ПИЗа, если вы помните, с 2000 года с доминированием читательской грамотности. И через 9 лет меняется концепция вот этого оценки читательской грамотности. Это был 2009-2018 год. Вот, и анализируется, что происходит в образовательной среде, в школах, в мире. И вот так, шаг за шагом, доходит к 2025 году дело до естественно-научной грамотности. Впервые шкала по естественно-научной грамотности формировалась в 2006 году. 2000 год, как я сказала, читательская, 2003 математическая. Это уже шкала, и было уже установлено концептуально и психометрические исследования, но каждый цикл, все три исследования обязательно проводятся. Что же меняется? Меняется, вот как я говорю, через 9 лет, 2006, 2015, теперь 2025 год, совершенствуется концепция инструментария исследования ПИЗа. Да? Добавляются новые компетенции, связаны с вероятностным мышлением, с моделированием, да, и рисками. Так, несколько меняются акценты, больше вопросов связаны с влиянием естественно-научной грамотности, то есть знаний по естествознанию на социальные какие-то явления. Вот. Вводится новые направления обучения в цифровом мире, об этом вот как раз и мы будем говорить, и еще иностранные языки, но это не как обязательное направление, а как альтернативное направление. Страны могут выбрать, могут не выбирать. Ну и вводится уже полноценно адаптивное тестирование. Если вы помните, если вы присутствовали на наших предыдущих лекциях, в 2018 году впервые было введено адаптивное тестирование для оценки читательской грамотности, в 2022 году для математической грамотности и 2025 год естественно-научной грамотности. Так, значит, ну, для тех, кто, может быть, не очень хорошо понимает этот термин адаптивное тестирование, это изменение содержания самого теста в зависимости от того, как его выполняет тестируемый. Например, вы выполнили задание достаточно большой сложности, это означает, что следующие вам тоже дадут задание сложное. А если вы не выполнили задание какое-то, то вам в следующем могут дать задание более низкой уровня сложности, поэтому тест как бы настраивается на ваш уровень функциональной грамотности для того, чтобы обязательно получить более надежное
измерений. Ну вот я иногда повторяю слайды, которые, может быть, некоторые из вас видели, но нам для логики изложения это очень нужно, чтобы вы представляли, да, как проходит тестирование. Оно состоит из двух частей. Есть когнитивное тестирование, да, и оно отличается от обычной итоговой аттестации, от тестов, которые оценивают знания, да, знания, приобретенные в школе, а когнитивное тестирование оценивает способность эти знания использовать в различных проблемных ситуациях. 2 урока, там или 120 минут, 2 часа идет, там будут задания по математике и по чтению, по естествознанию и отдельно блоки обучения в цифровой среде. Обычно 4 блока по 30 минут. Страны, которые будут участвовать в дополнительной части в иностранных языках, будут иметь дополнительную выборку, которую будут выполнять и те работы. Да? После тестирования идет анкетирование, обязательное основное анкетирование. Здесь 2 обязательные анкеты. Анкета для учащихся, анкета для администрации. Ну, а потом дополнительное и для 2025 года это использование КТ, да, и личностное благополучие для учащихся. Ну, а теперь несколько слов по тому, как будет устроено вот это направление обучения в цифровом мире. Надо сказать, что на данный момент на сайты и вот нет в открытом доступе в обсуждении вот этого направления, как же оно будет реализовано. Есть небольшой, такой короткий документ, ну, на основании которого я и с вами делюсь основными подходами, на чем будет фокусироваться оценка вот этого направления обучения в цифровом мире. Ну, первое понятно – обучение. Так? Значит, поставлена цель оценить, как наши выпускники, а это 15-летние школьники, заканчивающие основное общее образование обязательное, да, как они могут работать в цифровой среде, использовать цифровые технологии для обучения. Поэтому и стоит задача оценить саморегулируемое обучение, саморегулируемое, то есть ученику будет дана проблема и все ресурсы, которые необходимы ему, да, и будет анализироваться его метакогнитивный, то есть умение спланировать работу, да, проанализировать, обобщить. Когнитивные, поведенческие, мотивационные и аффективные процессы во время обучения. Вот только из этого перечисления специалисты могут оценить сложность программного обеспечения, которое сейчас разрабатывается, и вот в ближайшие полгода будет представлено странам. Следующее направление – вычислительные исследовательские практики, которые относятся к способности использовать уже использование цифровых инструментов для исследования. То есть есть проблема, надо эту проблему обозначить, да, необходимо решить эту проблему вот с помощью различных инструментов. Следующее, давайте представим, как же это будет для ребенка, да. За 30 минут, вы понимаете, ему сформулируют задачу, он войдет как бы вот в такую современную цифровую среду, в которой, я покажу несколько примеров заданий, да, там будут все ресурсы, необходимые для работы, для того, чтобы он смог, при условии, если, вот это очень важно, при условии, если он может, вот эти метакогнитивные способности его развиты, он может отделить знания от незнания. Да? Он понимает, что он вычленил проблему, он прочитал внимательно, да? Он понял проблему и понял, что вот этих знаний у него не хватает. И он открывает тот ресурс, который, как он думает, может помочь решить ему эту проблему. То есть большое количество ресурсов, пособий, материалов, примеров, да, они могут получить вот поддержку от этой окружающей интеллектуальной среды. Так, и он может выбирать. И компьютерная программа фиксирует и время, которое он посвящает на все элементы, я вам сказала, фиксируется, да, по времени, сколько он что делает, да, как он разрабатывает стратегии решения этих проблем, и вообще, как он оценивает свой процесс. Он даже должен будет оценить свою
свою работу непосредственно. Ну и дальше обратите внимание, что впервые, вот это присуще, это очень важная характеристика исследования ПИЗа. Когда разрабатывается то или иное направление, вначале собирается информация от всех стран, от экспертов, а что это такое, да, и как это отражается в учебном процессе, и в каком состоянии находится система образования. Так было по всем направлениям: математической, естественно-научной, читательской грамотности по первым циклам, да. Так вот, сейчас поговорим, как впервые был организован проект в цифровой среде, самый первый такой. Так было, например, и глобальные компетенции. В 2022 году креативное мышление так запустилось. И вот также сейчас запускается вот это новое направление обучения в цифровой среде. И поэтому здесь поставлена задача представить вот опыт, накопленный в странах, и оценить способность вообще мирового выпускного сообщества, я имею в виду выпускников основной школы, вот насколько они готовы обучаться в цифровой среде. Ну, а теперь, коллеги, я пообещала остановиться на вот первом исследовании. Первое исследование, которое было посвящено именно совместному решению проблем в цифровой среде. Это исследование проводилось в 2015 году, сокращенное его название CPS, Collaborative Problem Solving, да? Оно было на стыке двух вот таких концептуальных измерений, областей: компетенции совместного взаимодействия и компетенции решения проблем. Когнитивные тесты не знания измеряют, а ключевые компетенции. Они четко были разработаны, что означает компетенции совместного взаимодействия. Да, они здесь перечислены, или компетенции решения проблем. И была составлена такая двухмерная матрица, да, в которой представлены все элементы, и вот в этих ячеечках на пересечении, и вот это описание того, что определение перспектив, например, и возможностей членов группы, установление и поддерживание общего понимания или изучение понимания. Да? Мы вникаем в проблему, и мы организуем группу. И таким образом на основе вот описания каждой ячейки, какие компетенции должны проявляться, и шла разработка инструментария. И вот пример инструментария. Я в некоторых своих лекциях это приводила, но сейчас для того, чтобы у вас создалось полное впечатление. Работа в компьютерной среде, да, когда один ученик работает только, но создается впечатление, что он работает в группе. Так? У него есть инструмент, да, вот это с левой стороны, есть поле для чата, он интерактивно взаимодействует с группой, да, у него есть контрагенты и есть сам тестируемый, да, у него есть инструменты для выполнения задания и разные информационные объекты и поля. И что происходит? Все реплики, которые он делает, пронумерованы, и создается вот такое как бы дерево, да, возможных ответов, что он может ответить, и по ответам уже делаются выводы о тех стратегиях, которые тестируемый использует и применяет в решении проблем. И вот маленький пример, он тоже неоднократно я вам показывала, но он очень интересный, он очень простой, открытое это задание, приезд зарубежной делегации в школу, и нужно решить вопрос. Вот Марья Ивановна решает вопрос со своими просит школьников, да, организовать экскурсию Георгия, Риту и Бориса, поработать в группе, спланировать мероприятие по приему этих гостей. Ну и есть варианты: краеведческий музей им показать, городской рынок, завод или что-нибудь другое. И вот как вот
И представлено, это, в общем-то, скан уже из компьютерной программы, да, вот часть введения, инструкция, да. Георгий, ладно, с чего начнем? И вот посмотрите, как устроен. Ну, видите ресурсы, которые есть, информационные, там есть блокнот, где можно что-то записать. Ну вот ответы учащихся. Давайте спросим у Марьи Ивановны, что нам надо делать. А для нас с вами, мы же анализируем, как устроено задание. Мы говорим, ну да, это определенная стратегия поведения, ориентация на взрослого. Да? У нас есть 3 варианта, давайте голосовать. Или, может быть, немного надо обдумать, а потом вернуться к этому вопросу. Это тоже стратегия. Ну, иногда забалтывание, иногда вот такого продления, а может, все отменят и не нужно выполнять. Ну и самое правильное, давайте обсудим, что нужно для того, чтобы экскурсия прошла успешно, ориентация на результат. Как же вот обустроено это? Есть принимаемые ответы, а в исследовании ПИЗа нет правильно, неправильно, есть принимаемые или непринимаемые в зависимости от ситуации. Так, дальше. Есть спасающая реплика. Если вы выбрали проголосование, как же дальше разворачивается весь сюжет? Появляется спасающая реплика Риты. Нам нужно поскорее принять решение. Давайте обсудим, каким должно быть место, куда мы поведем гостей. И таким образом, вот независимо от того, как вы отвечаете, а ваши ответы фиксируются, дальше продолжается тестирование. И вот создается по всем вот этим маленьким элементам ваших ответов создается впечатление о том, какие стратегии вы используете при решении задач и как вы коммуницируете или взаимодействуете с группой и так далее. И когда у вас есть исследование большой популяции, выборки, анализируете работу по многим заданиям в той концептуальной рамке, которая разработана, вы делаете вывод, ну вы или эксперты, а потом с этим знакомят всех учителей системы образования, что же происходит. Вот на этом сайте, вы наверняка знаете уже, но я специально даю эти ссылки для того, чтобы вы могли с ними познакомиться, с этим заданием, ну и задание по естественно-научной грамотности, здесь миграция птиц. А я еще хочу вам продемонстрировать несколько форматов, несколько вот этих заданий компьютерных для того, чтобы создалось более полное впечатление. Ну, ученик, который, может быть, никогда и не использовал, или как решается вопрос о том, чтобы все-таки все школьники, то есть все те, кто будет принимать участие, да, были вовлечены, были знакомы. Но одно дело, вы их будете готовить, да, но когда ученик получает вот этот сам тест международный, для него, в общем-то, это волнительная ситуация, и поэтому любой тест всегда начинается с вот такого небольшого тренинга, где еще раз ему напоминают, да, что у него будет, что вот у него на первом слайде слева, да, вверху есть полосочка времени или выполнения заданий, можно, какие есть функции, да, какие есть форматы заданий. Ну и кроме того, по мере выполнения есть окошечки, где можно получить дополнительную помощь и включая, например, калькуляторы можно привлечь или что-то другое. Ну, а дальше вот несколько примеров заданий по читательской грамотности, да, они все вот чем отличаются? То, что имитируется интернет-среда, и вот вы видите здесь, да, вы видите, что одна из заданий Рапануи, да, оно открытое, это задание, поэтому вы видите вот его, да, оно имеет вот множественные тексты, да, и создается интернет-среда. Здесь есть тексты из блога, рецензии на книгу, новости науки. То есть учащимся приходится читать разные тексты. И на основе прочтения этих текстов, и вот одно из последних заданий, которым нужно все-таки ответить на вопрос, а проблема здесь была, куда исчезли деревья с острова Пасхи, Рапануи, да?
Вот, и вопрос о том, уничтожили ли полизинийские крысы деревья на Рапаное, то есть это вот как раз новости, это название одной из статей. И вот обобщить все эти высказывания, всю эту информацию вот нужно было в виде вот такого задания, где нужно было выяснить причину версии, следствие, сторонники версии, и вот, видите, проявить способность работать вот в такой среде. И, как вы видите, результаты, ну и в России не очень высокие, а уровень, 5-й уровень сложности этого задания. В естествознании немножко другие задания у нас в естествознании. Сейчас я переключаю, да? Это вот пример, и эти задания вы можете выполнить, они все на русском языке в интерактивном формате присутствуют, потом по той ссылке, которую я вам дала. Вам предлагается провести исследование, бег в жаркую погоду, да, вот бегун бежит, измеряется температура воздуха, влажность воздуха, оценивается, пьет он воду или нет, возможность теплового удара, заполняется, то есть он проводит симуляцию, проводит исследование, на основе которого заполняется таблица. И уже по табличным данным, да, вот он должен объяснить это явление или сформулировать выводы. Вот такое сложное уже, да, сложный проект, в который вовлекается наш тестируемый. Возможности, конечно, что-то из этого будет использовано в качестве основы и в ПИЗе 25. Ну а теперь, коллеги, факторы и механизмы, да, подготовки учащихся. Вот такое быстрое, такое краткое погружение в то, что нас ждет в рамках цифрового образования или рефлексии, то есть отражение некоторых подходов в исследовании ПИЗа 25. На что мы обращаем внимание? На факторы эффективности. Так? Что приводит или какие факторы нужно учитывать, говоря о том, как эффективно организовать подготовку к исследованию ПИЗа. Выделяются две группы факторов. Мы для нашей страны выделили факторы, связанные со школой и с учителями. Здесь материальные ресурсы, да, обеспечение, состояние зданий, учебная литература, оснащенность компьютерами и лабораторное оборудование. Есть или нет? И насколько полностью соответствует современным требованиям. Второе – это человеческие ресурсы. Соотношение ученика и учителей. Причем, вы понимаете, по-разному вот эти факторы проявляются в разных странах. В некоторых странах чем меньше детей в классе, тем выше результат, а в странах-лидеров, в азиатских странах, как правило, достаточно большие классы, до 40 и более человек. Да? Поэтому по-разному вот эти факторы влияют, но они влияют на результаты. Поддержка учителя, насколько он поддерживает интересы, мотивирует учащихся. Да? Стаж учителя и образование учителя. Вот человеческие ресурсы. И непосредственно то, что касается учителя. Эффективный учитель – это тот, который, да, конечно, вот есть факторы, связанные непосредственно с ним. Именно его профессиональная подготовка. И в ПИЗе в 2018 году впервые появился такой фактор, как деструктивное поведение, destructive behavior, да, вот, но оно переводится как отсутствие поведения, негативно влияющее на обучение. То есть возможные прогулы, возможная неявка, ну, то есть на работу, да, или плохая подготовка, или проблемы взаимодействия с учащимися. Такое бывает, это фиксируется. По ответу в анкету администрации такие вопросы включаются, и на основе ответов учащихся отдельно, учащиеся оценивают своих учителей, и директора школы оценивают также учителей. Вот формируется эта шкала. И оказывается, вот для России это оказалось одним из важнейших факторов.
отсутствие вот таких проявлений в школе, да, говорит о наличии благоприятной среды для формирования читательской грамотности. Конечно, социально-экономический статус влияет, но пол тоже играет очень большую роль вот ну, то есть в модели, если вы будете оценивать эффективность. Насколько учитель привлекает родителей в решение проблем класса, ну и субъективное благополучие, насколько он чувствует себя благополучным, безопасности в школе. То есть мы говорим о социально-эмоциональных факторах, да, не только учащихся, но и учителей. Ну и я на этот слайд поместила кусочек скан того плана действий, который Министерством уже Кыргызстана уже вот одобрено, да, об этом Назира Кубанычбековна говорила, что в этом плане отражена дорожная карта и все направления деятельности, которые стоят перед сообществом. Ну, здесь на слайде несколько вот примеров тех монографий, которые я советую всегда познакомиться или изучить в системе повышения квалификации методистам. Это про чтение, из которого, вот первое, да, из которого я давала вам некоторые рекомендации о том, как развиваются метакогнитивные навыки, как обеспечивается равенство в образовательных системах и обеспечивается система повышения квалификации. Ну, теперь, коллеги, несколько слов о том, как в России, что в России делается сейчас. Ну, достаточно кратко, об этом и будем говорить позже. В области цифровизации, в области расширения использования цифровых технологий и устройств в системе образования. И вот 3 таких небольших вот кейса: цифровая трансформация как система, проект для кадры для цифровой экономики и опыт центра, которым немножечко расскажу. Хотя мы непосредственно не занимаемся разработкой цифровых вот этих устройств, но какие-то элементы тоже присущи, имеются в нашей работе. Ну вот первое, коллеги, о чем бы я хотела сказать: какие же направления в цифровой трансформации выделяются в России? Это первое — формирование современной инфраструктуры образовательных организаций, да? И компьютерные классы, средства визуализации, интернет. Все школы сейчас страны подключены к интернету, и стоит одна из серьезных